От того, насколько ответственно человек относится к своему здоровью, зависит качество и продолжительность его жизни. По мнению специалистов, существует 3 базовых принципа ответственного отношения к здоровью. Первый – соблюдение ЗОЖ. Он подразумевает отказ от вредных привычек, правильное питание, физическую активность и не только. Еще один аспект здорового образа жизни – это управление стрессом. В современном мире человек постоянно сталкивается со стрессом, и кратковременный стресс он не несет никакого вреда для здоровья, но хронический стресс негативно влияет на здоровье человека и вызывает тяжелые заболевания. Поэтому умение управлять своим стрессом тоже нужно выработать. Еще один важный элемент здорового образа жизни – рациональный режим труда и отдыха. Полноценный сон должен составлять не менее 7-8 часов в сутки. Нужно особое внимание уделить периоду с 22 часов до 2 часов ночи. Этот период для сна имеет особое значение благодаря биоритмам, которые происходят в этот период, и выработке гормонов. Специалисты советуют избегать малоподвижного образа жизни и ежедневно проходить 4-6 километров пешком. Даже небольшая физическая активность лучше, чем ее полное отсутствие. Движение снижает риск возникновения многих опасных заболеваний. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения для взрослого человека норма минимум в неделю умеренной физической активности 150 минут. То есть это может быть быстрая ходьба, езда на велосипеде. Следующее либо умеренную физическую активность, либо активную физическую активность, то тут 75 минут в неделю. Важно для здоровья и правильное питание. Медики советуют употреблять как можно меньше трансжиров и поваренной соли, но ежедневно съедать не менее 400 грамм овощей и фруктов. Также важно проходить профосмотры. Во время диспансеризации нередко обнаруживаются хронические неинфекционные заболевания, лечение которых наиболее эффективно на ранней стадии. До 39 лет раз в 3 года и от 40 и выше ежегодно можно проходить диспансеризацию. В профилактические медицинские осмотры входят такие мероприятия, как анкетирование, антропометрия, измерение артериального давления, измерение уровня общего холестерина, измерение уровня сахара в крови. Также определяют относительные и абсолютные сердечно-сосудистые риски. Еще один принцип заключается в ответственном использовании лекарств, правильное хранение и употребление медицинских препаратов. Если человек будет соблюдать все 3 принципа ЗОЖ, то это поможет не только улучшить качество жизни, но и позволит увеличить ее продолжительность. Тамара Хшагульгова, Султан Магушков, Магаз 24.